В Таджикистане настоящий бунт. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что возмутило весь народ. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. В соцсетях появилось видео о том, как молодого журналиста забрали в армию прямо в центре Душанбе. Власти заявили, что Шахрух Исмаил проигнорировал повестку и не явился в военкомат. Поэтому, согласно закону, правоохранители обеспечили его принудительный привод. Многочисленные споры пользователей на этой неделе вызывают материалы об облавах в Таджикистане. Одни раскритиковали власти за такую практику, другие утверждали, что власти поступили правильно, принудительно доставив в военкомат Шахруха Исмаила. رادیوی آزادی معلوم کرد که جوان بازداشت شده شاهرخ اسماعیل کارمند تلویزیون دوشنبه میباشد. بعضی همکارانش گفتند که این نفر را به صف ارتش فرستادند. مقامات هنوز به این نوار واکنش نکردند. از موسم دعوت بهاری جوانان به ارتش 2 هفته می‌گذرد، ولی در این مدت چندین نوار بازداشت جوانان از کوچه ها ثبت شده است. Пользователь, который представился на сайте как «Говорящий правду», спрашивает у властей: вы действительно считаете, что поступили правильно? Извините, но даже животное не поступает так со своим детенышем. Своими скверными поступками вы гневите людей. Там на границе убили моего брата, тут насильно забрали бедного парня и отправили в армию. Должно быть стыдно. Неужели нужно насильно забирать парня? Такими методами вы ломаете всем психику. Другой пользователь поинтересовался, получают ли дети высокопоставленных таджикских чиновников повестки в военкомат и идут ли их дети в армию, как дети простого народа. Такой комментарий оставил пользователь, представившись таджикистанец. У меня вопрос. Военкомат когда-нибудь отправлял повестки детям чиновников? Почему они не отдают долг родине? Знают ли они, что такое вообще служба в армии? А как вы относитесь к таким комментариям и поддерживаете ли вы их? Свои ответы напишите нам, пожалуйста. Но другая группа пользователей упрекнула молодых таджикистанцев за уклонение от обязательной военной службы, которая, по их словам, является школой мужества для юношей. Один из пользователей, который назвался Каримов, написал такое: идите и отслужите, ничего не будет с вами, поверьте, сейчас условия в армии стали намного лучше, а у людей прежние страхи. Я служил в Дарвазе. Армия — это школа мужества, мы прошли много трудностей, но не жалеем, что служили. Подобный комментарий оставил и другой пользователь, который представился как Сарбоз, солдат, и посоветовал таджикской молодежи перестать прятаться по углам и идти добровольцами в армии. Дорогие граждане, почему вы отказываетесь служить? Если не мы с вами будем защищать страну, то кто? Когда вы уклоняетесь от службы, власти вынуждены доставлять вас принудительно в военкомат. Если не хотите служить, наденьте на себя женскую одежду и гуляйте по улицам. К сожалению, немного молодых людей, желающих служить добровольно. Идите, отслужите 1-2 года. До каких вы пор будете прятаться? Многие пользователи объясняют нежелание молодых людей служить в армии несоблюдением воинских уставов и жестокое обращение с таджикскими солдатами. По их словам, никто не отказывался бы служить, если бы с ними обращались нормально. Одна из пользователей, Латафат Ахмедова, оставила следующий комментарий. Министерству обороны нужно наладить правильную политику службы от офицеров до рядовых, чтобы молодежь могла служить с гордостью и возвращаться домой целыми и невредимыми. А пока, к сожалению, это не так. И на самом деле местные независимые СМИ очень часто и достаточно много рассказывают о том, как люди молодые, ушедшие в армию, возвращаются инвалидами или не возвращаются вовсе. Как вы считаете, это вообще приемлемо в 21 веке? Они не были на войне, не были на спецзадании, а просто ушли в армию. И уже многие не вернулись. Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.